Наверняка у каждого из нас в доме найдутся расписанные под хохлому ложки и миски, разносы с рисунком в городецком стиле или подставки с полхов майданской росписью. И думается, что дивные умельцы, создавшие подобную красоту, живут где-то в центральной России, в деревушках на берегу Волги. А нет, мастера витиеватых узоров есть и в Сибае. Алтынбека Сулейманова – вот чьи руки точно не для скуки. Она – педагог объединения «Расписные узоры» Центра детского творчества. Решила организовать выставку собственных работ и работ своих воспитанников. Как вы считаете, творчество в жизни ребенка должно ли присутствовать в этом? Конечно, должно. Без этого никак. У кого-то какие-то выявляются, у кого-то нет, кто-то видит, кто не видит. Если у кого-то какие-то таланты есть, надо это развивать. На выставке представлены десятки изделий, расписанных в различных стилях. О каждой работе Алтынбека Саидгалиевна может рассказать много. Что за техника нанесения применена, какие были использованы материалы, историю того или иного узора. Кстати, самым сложным считается башкирский орнамент, так как его нужно наносить симметрично. Любая неточность сразу же испортит вид изделия. Такая кропотливая работа занимает много времени, но, как признается мастерица, все зависит от настроения и сложности материала. Это по-башкирски будет терес. Тоже я в этом году попробовала расписать на этот. Легко на бересте пишется? Нет, потому что здесь тоже поверхность неровная. Пористая, да? Вот это, если взять посуду, Давид, надо сперва представить, какой рисунок будет там. Это я расписала где-то один вечер. Расписала я. Посидела еще. Алтынбека Сулейманова говорит, что рисует с малых лет. Повзрослев, получила специальное образование и решила прививать любовь к творчеству детям. И так продолжается уже 26 лет. Ее объединение посещают 50 мальчишек и девчонок, которые занимаются бумажной графикой, лепкой, живописью и росписью. Лучшая награда для меня, когда у воспитанников все получается, признается Алтынбека Саидгалиевна и знакомит нас со своей ученицей Маргаритой Давлетовой. Рита начала заниматься росписью, потом переключилась на написание портретов, участвовала в многочисленных конкурсах и всегда оказывалась в призерах. При этом девушка никогда не ходила в художественную школу, а рисовать начала просто так. Вот уж настоящее дарование. Сначала я рисовала карандашом, потом начала в цвете делать, и сейчас только углем рисую. Мне нравится очень, получается красиво. Но вообще никогда не думала, что буду рисовать. Как-то не получалось. Теперь мне кажется, что свое нашла. Может, потом пойду по этому пути. Подобные выставки организуются для того, чтобы все смогли увидеть, насколько талантливые и неординарные люди живут в нашем городе, а заодно и подстегнуть занятием творчеством побольше горожан. Выставка «Расписные узоры» доступна для всех желающих и продлится до 23 ноября в Центре детского творчества. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.